Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для весов. Карта недели. 3 карты на отношения. Две карты на работу. На финансы. Удача недели, проблема недели, совет на неделю. Итак, дама червовая для весов выпала на эту неделю. Карта говорит о том, что будут большие перемены на этой неделе. Особенно они касаются семьи, отношений. Может быть, будет кто-то уезжать из дома, либо наоборот будут приезжать гости, близкие люди, дети. Может быть, даже у кого-то и рождение ребенка может быть по этой карте. Кроме того, эта карта вообще улучшение ситуации. Какие-то происходят перемены, приходят неожиданные новости, люди новые приезжают, в семье может быть прибавление, и все это к лучшему. Кроме того, эта карта вообще связана с какими-то поездками, да, если у вас они были запланированы, и, скорее всего, они у вас здесь состоятся. Также карта говорит о том, что может быть что-то совершенно неожиданное, связанное с работой. Здесь, скорее всего, будет новое предложение о работе, либо перевод на новое место работы, может быть, даже в другой город, или здесь может быть переход как раз на удаленную работу, может быть, другое направление. В общем, какие-то тут перемены происходят, причем очень резкие. Не забывайте, что они к лучшему. То есть здесь, что бы ни происходило, думайте о том, что все обязательно это к лучшему для вас. Теперь отношения. Восьмерка пиковая говорит о том, что есть возможность знакомства, причем знакомство, которое затем перейдет в близкое, и есть возможность даже строить отношения, есть возможность дальнейшего брака и так далее, да, то есть создания семьи. Но эта карта говорит о том, что, скорее всего, здесь без вашей инициативы не обойдется. То есть нужно все-таки коммуникативные навыки свои проявлять и как можно больше общаться, знакомиться. Чем больше у вас общения, тем больше есть вероятность встретить того человека, который вам нужен. Для тех, кто в паре, выпадает туз пиковый, карта говорит о том, что будут для вас важны как раз вопросы дома, и ни о чем другом вы здесь думать не можете. Скорее всего, здесь не только вы и ваш партнер, но и дети, родители, близкие люди, родственники и так далее. То есть здесь вот все это становится важным. В общем, как бы совместное такое проживание, чтобы всем было комфортно, чтобы все были сыты, накормлены, чтобы был мир, покой, чтобы со всеми поговорить и так далее. Да? То есть вот такие вот вопросы выходят на первый план. Плюс поездки к родителям могут быть, или родители может к вам приезжать, помощь родителям, может быть по дому помощь, может быть вы будете заниматься покупкой, продажей недвижимости. В общем, что-то здесь такое, связанное с домом. И ремонт, конечно же, может быть, и какие-то переделки, перестройки. В общем, решение как-то по-новому интерьера. Все это будет важно для весов на этой неделе. Для тех, кто в ссоре, десятка червовая говорит о том, что вам ничего не стоит поменять в ваших отношениях все кардинально к лучшему. То есть, скорее всего, здесь у вас довольно-таки хорошие отношения, вы хорошо и глубоко друг друга знаете и понимаете, и если и поссорились, то по какой-то как бы такой причине, которая не слишком затронула ваши отношения. То есть очень просто здесь помириться, просто нужно как-то поменять подход, поговорить по душам, и либо пригласить просто человека к вам домой, и здесь все можно будет решить. Работа. Для тех, кто в поиске работы, пока что идет период рассылки ваших запросов. Может быть, конечно, здесь приглашение уже на собеседование и так далее, но пока что дальше этого не идет. Но карта говорит о том, что чем больше вы здесь даете о себе информации, тем больше возможностей для трудоустройства, для тех, кто уже работает.
Карта говорит о том, что нужно делать все вовремя, нужно обязательно планировать день, нужно обязательно как бы большое внимание уделять технике, которая вот для коммуникации у нас телефон, компьютер и так далее, да. Скорее всего, много времени вы будете проводить за этим занятием, нужно будет, скорее всего, очень много общаться, даже, наверное, будете уставать от этого. Кроме того, по этой карте очень часто идет как бы работа с какими-то платежами, да, если вы бухгалтер, так особенно здесь как бы очень много работы, которая будет связана как раз с цифрами, бумагами и так далее. Также карта говорит о том, что что-то здесь у вас будет меняться. Вот вы, скорее всего, будете делать свою работу как-то по-иному, по-другому. Также карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то подписаны новые там бумаги, заявления, договоры. Может быть, будете перезаключать договор, который у вас уже есть вот на работе. И также карта говорит о том, что нужно быть очень серьезным, ответственным, все проверять, не допускать никаких ошибок. В общем, очень плотно заниматься своей работой, карьерой, потому что очень много у вас от этого зависит. Также карта говорит о том, что может быть даже какой-то результат какой-то хороший какой-то вы получите, обратите на себя внимание, и вам даже могут там выписать премию, допустим, да, или еще что-то такое, какую-то как бы награду, доброе слово вы заслужите от руководителя своего, и это повлияет на будущее. Очень важно здесь вот вкладываться профессионально в деятельность. Для тех, у кого свое дело, восьмерка бубновая, замечательная карта, которая говорит о том, что наконец-то решаются какие-то ваши сложные вопросы, моменты, которые просто никак не сдвигались с места. Карта говорит о том, что просто сейчас удача идет вам навстречу, и несмотря на то, что эта карта у нас, знаете, вот влияние высших сил, влияние судьбы, вот того, что происходит вокруг в мире, да, вот это все влияет сейчас на ваше дело, на ваш бизнес. Несмотря на это, все-таки вот для вас это удачное время, и вы можете все вот это использовать себе на благо своей работы, своей деятельности. Если были какие-то сложные ситуации, все, они решаются. Кроме того, скорее всего, для вас открывается какая-то новая дверь, какое-то новое направление, либо договор какой-то новый с партнером. В общем, что-то важное очень для вас начинается на этой неделе, что будет иметь большие последствия. Причем вам очень сильно тут повезет. Также карта говорит о том, что могут быть встречи с какими-то людьми, которые вот, знаете, не вписываются, может быть, в рамки вот того общества, которое раньше было вот вокруг вас. Может быть, какие-то особые партнеры приходят, клиенты. В общем, что-то здесь такое интересное у вас происходит, неожиданное. Смена вашего круга общения, да, может быть, смена как бы тех клиентов, с которыми вы привыкли работать. В общем, что-то здесь индивидуальное такое начинается, что-то особенное, не то, к чему вы привыкли раньше. И это вам тоже на благо. И также разного рода неожиданности, которые нужно использовать на этой неделе, опять же, для того, чтобы как бы и вам, и вашим клиентам от этого стало только лучше. То есть, если растеряетесь, если не будете вот этими возможностями пользоваться, то, скорее всего, не сможете вот в должной мере вот эту неделю использовать. То есть, если что-то происходит неожиданное, даже если оно вас как-то пугает, нужно все-таки вот стараться использовать это на благо. Прям включаться в эту деятельность, включаться в эту ситуацию, не уходить от нее, не выжидать, а вот именно нужно будет сразу с ней разбираться. И, кстати, новые люди, если будут появляться, даже вот если такие, с которыми вы не привыкли общаться, вот все-таки нужно заключать с ними договоры, контакты и так далее. А для финансов семерка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что все ваши деньги зависят от
того, как вы общаетесь с людьми, насколько вы компетентны, насколько вы профессиональны и так далее. То есть если чего-то вот в этом плане не хватает, нужно срочно учиться, потому что иначе будут деньги ваши страдать, уходить от вас, если недостаточно у вас возможностей. Карта говорит о том, что нужно, может быть, будет много звонить, много писать, может быть, встречи, даже если это через интернет, да, через средства связи, все-таки нужно будет встречаться, общаться. Очень важно это для получения денег. Кроме того, вообще вот эта карта переговоров, да, очень удачные могут быть переговоры для того, чтобы у вас появились деньги. И также эта карта еще и когда мы можем дешевле что-то купить, как-то сэкономить деньги свои, либо мы свои какие-то услуги должны сделать дешевле, там со скидками, тоже это может дать нам деньги. Шестерка червовая говорит об удаче на этой неделе для весов, и удача будет в том, чтобы вот вы не забывали о том, о чем мечтали. Может быть, сейчас ситуация такая, что кажется, что все планы полетели, что уже вам никогда не осуществить вот желаемое. Вот карта говорит нет. Ориентир держать нужно думать о том, что вы хотите, но просто это откладывается на какое-то время. Карта говорит о том, что эта неделя, скорее всего, поворотная. Она как раз вот поворот к новому, и нужно этим воспользоваться. Если что-то происходит неожиданно, это все нужно хватать, да, это на благо. Это как раз вот то новое, что позволит вам прийти к своим целям. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то мелкие поступления финансов, и не нужно отказываться даже от небольших заработков, потому что это все равно вам идет на благо, на пользу. И, конечно, думать все время о своем добром имени, создавать со всеми хорошие отношения, связи и не забывать о своих планах, о своих мечтах. Опять же, вот эта карта говорит о том, что вы, по сути, чем больше уверенности у вас будет в себе, чем больше будет у вас желание вот блеснуть своими способностями, талантами, как-то себя проявить, тем больше удачи будет на этой неделе. Проблема восьмерка червовая, она говорит о том, что могут отвлекать дела семейные, излишняя эмоциональность, какие-то страхи, неуверенность в завтрашнем дне. Вот карта говорит о том, что об этом вообще не нужно думать. Вот все, что дает жизнь на этой неделе, вот нужно из всего делать для себя конфетку, да, все нужно поворачивать себе на благо и вообще забыть о том, что могут быть какие-то сложности, стараться все прояснять, доводить все до конца и не ссориться, конечно, там с домашними, с близкими людьми, стараться, в общем, как-то учитывать настроение тех людей, с которыми мы живем. Кроме того, карта говорит о том, что проблемы могут быть еще с детьми, с воспитанием, с обучением, может быть, какие-то могут быть недопонимания. Тоже этому стоит уделять внимание, но не слишком на этом зацикливаться. Совет для весов на неделю. Туз червовый говорит о том, что это неделя активности. Ни в коем случае нельзя отлеживаться, нельзя стоять в стороне от того, что как бы вам служит, да, и работа, и отношения, в общем, все абсолютно должно быть вами, ну, как бы подхвачено, поддержано, должна быть везде ваша инициатива, ваша ответственность. Если что-то новое, тоже нужно сразу активно пробовать, начинать. Новые люди, новые знакомства, какие-то новые планы. В общем, все нужно как бы встречать на ура. Кроме того, хорошее время для того, чтобы как-то привлечь к себе внимание, может быть, даже изменить как-то внешность, там, прическу, еще как-то, ну, одежду, имидж, стиль, то есть как-то вот привлечь к себе внимание еще и внешним способом, поведением, в общем, как вы реагируете на сложившуюся ситуацию и так далее. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!